свят Аллах. Я не мог сказать «нет». Я хотел сказать «нет», но это слово физически не могло выйти у меня с уст. Я чувствовал его, но не мог произнести. Я чувствовал его своим сердцем, но не мог произнести «свят Аллах». Ты ощущаешь, что эти слова направлены именно к тебе. Ты чувствуешь связь между тобой, Аллахом и Его книгой. Когда ты слушаешь Коран, даже если ты не мусульманин, ты находишь в нем нечто особенное, божественное, но не человеческое. В нем есть какая-то особая легкость, свобода и убедительность. И ты поймешь, что это слова не человека, в них есть что-то особенное. О Аллах, укрепи их на вере и даруй им высшие райские сады, так же, как даровал им наставление Кораном. Кораном я был наставлен. أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Меня зовут Умар Пауэлл. Мне 19 лет. Я стал мусульманином в 2011 году в Рамадане. Я уже 3 года в исламе, хвала Аллаху. Я учусь в колледже, изучаю предпринимательство. Умар – это молодой человек, который начал свои поиски истины в возрасте 16 лет. Он изучал почти все религии, читал о них, пока, наконец, его разум и фитра, врожденное естество, не остановились на одной религии – на исламе. До того, как стать мусульманином, я был христианином, но не соблюдающим. У меня было много сомнений относительно христианства. Я видел в этой религии много противоречий и не был уверен в ее истинности. И в любом случае, я вел неправильный образ жизни. Когда мне исполнилось 14 или 15 лет, я начал спрашивать себя, действительно ли Иса, мир ему, сын Бога, и последовательность Евангелий в этом вопросе казалась мне нелогичной. Это не считая других вопросов. Например, является ли Евангелие сочинением человека, или же это книга Аллаха? В какой-то период своей жизни я вообще бросил религию. Мой разум и сердце не могли ее принять. Когда его разум не согласился с этими вопросами, он вообще перестал придерживаться какой-либо религии. Тогда он начал изучать разные религии со всего мира, но в своем чтении он еще не скоро добрался до ислама. Я изучал даже такие секты, у которых очень мало последователей. Я изучал иудаизм и совершенно не думал об исламе. Возможно, потому что в то время об исламе много говорилось в средствах массовой информации, о терроризме и самоподрывах и других страшных вещах. Ислам показывали в таком виде, что я поверил им и решил, что эта религия касается исключительно восточных людей. Я никогда не искал связь между пророком Мухаммадом, мир ему и благословение, и Ибрагимом или Исой. Как они связаны друг с другом? Этот момент я упустил. В этой передаче «Кораном я наставлен» я много ездил по западным странам и понял, почему ислам не распространяется в них так широко, как мог бы. Причина в средствах массовой информации. Как сказал наш брат Умар, СМИ очерняют имидж ислама. С другой стороны, в наши дни проделывается большая работа по переводу значений Корана на другие языки. Нужен не просто перевод, но и культурное представление этого перевода, когда людей призывают к религии Аллаха. У меня было несколько друзей-мусульман. Они говорили мне, что Иисус не сын Бога, а один из пророков. Я удивлялся, почему эти мусульмане верят, что Иса, мир ему, пророк. Со временем наши дискуссии становились все более углубленными. Я начал самостоятельно изучать исламскую историю и искать связь между пророками. Я стал лучше понимать Мухаммада, мир ему и благословение, то, что он был последним пророком и посланником Аллаха. Я понял, что сейчас мы как одна умма,
и не должны разделяться. Уже не должно быть ума Исы. Эти вопросы для меня стали проясняться. Мне тогда было около 15-16 лет. После того, как я нашел для себя ислам, я прекратил изучение других религий. Мне был интересен только ислам. Он захватил мое сердце. Хвала Аллаху. К тому моменту Умар еще не принял ислам. И вот однажды Умар с друзьями пошел на рынок. Там за одним из прилавков находился проповедник, призывающий людей к исламу. Этот проповедник начал беседовать с Умаром об исламе. Он спросил меня, что ты думаешь об исламе? Я ответил, это разумная религия. Она разумнее и логичнее христианства. Это истинная религия. И я рассказал ему о своих прошлых христианских убеждениях, и что больше я их не придерживаюсь. Он спросил, а что ты думаешь о пророке Мухаммаде, мир ему и благословение? Я ответил, я верю, что он пророк. Он спросил, ты веришь, что существует только один Бог? Я ответил, да, я верю в одного Бога. Он сказал, тогда ты уже мусульманин, хоть и не осознаешь этого. Потом наша беседа дошла до вопроса, почему я до сих пор не принял ислам? Каковы могут быть последствия, если я буду оттягивать принятие ислама? И что я могу получить, если стану мусульманином? Если ты решишь не произносить шахаду и выйдешь отсюда, ты не можешь быть уверен, что тебя не собьет сейчас автобус или не хватит удар, инфаркт или инсульт. Что угодно может произойти, любая беда. Я согласился с этим. На тот момент я не был до конца готов. Затем он спросил меня, почему ты не хочешь произнести шахаду? Ты хочешь стать мусульманином? И свят Аллах, я не мог сказать нет. Я хотел бы это сказать, но слово «нет» просто не сходило у меня с уст. Я чувствовал его, но не мог произнести «свят Аллах». Он спросил меня, хочешь ли ты произнести шахаду? Я ответил «да». Брат сказал повторять за ним, и я сказал «Ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах». Вначале я произнес эти слова, не понимая их смысла. Но затем он мне их объяснил. Ты сказал, что свидетельствуешь, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад, мир ему и благословение, последний посланник Бога. После произнесения шахады я не чувствовал удовлетворения от того, что я сделал. Я был сбит с толку. В то мгновение я думал, что сделал что-то неправильное. У меня еще не было достаточной информации об исламе. Меня охватили васвасы, наущения и сомнения от шайтана. Не прошло и дня с момента моего принятия ислама, а я уже хотел выйти из этой религии. Дома я сел, свят Аллах, сказал себе, раз я сейчас мусульманин, я должен почитать Коран, посмотреть, что в нем сказано. И до этого я не читал эту книгу серьезно. والدرب خاف جهنم لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن. И ты раскрыл книгу Аллаха Свят Он и Велик. Какие аяты на тебя повлияли? Над какими сурами ты размышлял? Я раскрыл книгу Аллаха на суре Аль-Фатиха. На следующей странице была сура Аль-Бакара. Алиф, лям, мим. Это писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных. Когда я прочитал этот аят, знаете, Аллах устранил все мои сомнения, и мне стало страшно за себя. Как я мог сомневаться в Аллахе? Я начал думать, как вообще ко мне подобрались сомнения в истинности этой религии, или же сомнения в могуществе Аллаха. Как я мог сомневаться в правильности религии Аллаха или книги Аллаха?
Мысли быстро шли, и за 1 час от сильных сомнений, колебаний и желаний быстро покинуть ислам, я перешел к полному спокойствию и довольству тем, что я мусульманин. Несмотря на то, что я читал Коран не в оригинале, а в переводе, эти слова сильно на меня повлияли. Ты чувствуешь связь между самим собой, Аллахом и Его книгой. Так я и осознал ценность этой книги. Сейчас я беру с собой Коран, куда бы я ни пошел, и постоянно его читаю. رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي وكياني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي وكياني في القرآن تحلو الحياة شوقا إلى المولى هتاي أسلمت روحي للإله في القرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى هتاي أسلمت روحي للإله نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت. Сильнее всего убедиться в том, что ислам – религия истины, мне помогли мои друзья-мусульмане. Они не сильно придерживались религии, но очень хорошо со мной обращались. Больше всего меня потрясла братская связь между ними. Они были очень щедрыми. Они могли предложить тебе еды, принять у себя дома, дать тебе то, что тебе нужно. Они могли дать деньги, даже если я у них ничего не просил. Для меня это было странно, потому что в светских обществах люди никогда не дают что-то от себя, если не ждут чего-то взамен. Братство в исламе — это одна из величайших милостей Всевышнего Аллаха для нас. Аллах Свят Он и Велик говорит: Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца. Однако Аллах сплотил их. Это братство — очень крепкая связь, которая воздействует на исламское общество. В нем проявляется мудрость Всевышнего Аллаха, установив его в великой исламской религии. Сейчас мы вместе читаем, вместе делаем намаз, ходим в мечеть и помогаем друг другу. Если у одного из нас ослабевает вера, он всегда найдет того, кто поддержит и укрепит его веру. Если кого-то из нас охватит соблазн сделать какой-то грех, мы защитим его и напомним ему и нам самим об Аллахе. Как твоя семья восприняла то, что ты стал мусульманином? Что у тебя произошло с семьей? Я живу только с матерью. Я не стал ей сразу рассказывать. Сначала я рассказал своему брату, что принял ислам. А спустя несколько недель мать сама это обнаружила. Она прямо спросила меня: «Почему ты стал мусульманином? Ты хочешь себя взорвать? Хочешь пойти на джихад?» Я ответил: «Это не ислам. Суть ислама не в войнах, насилии или убийствах. Эта религия связывает человека с Богом. Он узнает о своем Создателе. Ислам улучшает отношения человека с его Господом. Учит слушаться родителей, следуя сунне пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Я мягко и воспитанно с ней обращался. И через какое-то время сущность этой религии для нее прояснилась. И она восприняла ее так, как я не мог и предположить». Я был очень рад это услышать. И думаю, вы, иншаллах, тоже будете рады, как и я. Мать Умара приняла ислам. Хвала Аллаху, после того, как я стал мусульманином, примерно через 6 или 7 месяцев, моя мать тоже приняла ислам. Я очень старался призвать ее к исламу. И раньше, до ислама, когда я изучал другие религии, я не был идеальным сыном. Я совершал многие запретные вещи, потому что был невеждой. Поэтому она хотела узнать,
Почему? Почему ты прекратил делать все эти вещи? Почему сидишь дома, читаешь и молишься? Она на самом деле не могла этого понять. Потом она приняла ислам в мечети. Она пошла в мечеть, произнесла там шахаду, и дома сообщила мне, что приняла ислам. Хвала Аллаху, я был вне себя от радости. Когда она сообщила мне, я был в шоке. На меня нахлынуло много эмоций и разных мыслей. Но главное было то, что теперь я был спокоен. Она спаслась от адского огня и стала мусульманкой. Иншаллах, мы с ней будем в раю. Она приняла ислам. Она на истинном пути. Хвала Аллаху. 5, 6 или, возможно, 4 месяца спустя, брат мой пошел туда же, куда я ходил раньше, в центр, и также произнес шахаду. Сура Ат-Такафур – это одна из тех сур, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Когда я прочитал суру Ат-Такафур, я почувствовал, как глубоко она на меня повлияла. «Аль-хакумут-такафур хатта зуртумуль-макабир». Аллах говорит, что страсть к приумножению увлекает вас, пока вы не посетите могилы. В то время все вокруг меня накапливали свои богатства. Все бежали за деньгами, чтобы купить шикарную машину, красивый дом, искали самую оплачиваемую работу и так далее. Эти аяты заставили меня задуматься. Мы стремимся владеть как можно большим в этом мире, но когда мы умрем, все наши сбережения и имущество нам никак не помогут. Это на меня очень сильно повлияло. Дальше в этой суре сказано: «Калла сауфа та'ламуна thumma калла сауфа та'ламун». Аллах говорит, что вы узнаете. Здесь можно почувствовать угрозу. Это повторение, словно предупреждение, что это дело касается и тебя тоже. Свят Аллах. Когда я читал Коран, он казался мне совсем не таким, как Библия. Слова были словно обращены напрямую к тебе, как будто бы ты слышишь речь, слова Аллаха. После того, как я задумался над этими аятами и почувствовал, как они на меня повлияли, я начал спрашивать себя, ради чего мы созданы? Мне нужно стать ближе к Аллаху посредством молитвы. Я хочу больше знать об этой религии, понимать книгу Аллаха и строить свои отношения с Аллахом. В суре Ат-Такассур Аллах Свят Он Велик говорит: «Увлекает вас страсть к приумножению». Что это за страсть, которая нас увлекла? Некоторые говорят, что здесь имеется в виду приумножение исключительно имущества. Другие говорят, что страсть к приумножению касается только детей. На самом деле это приумножение охватывает многие вещи. К ним, например, относятся чрезмерные разговоры, которые отвлекают нас от Аллаха и от поминания Аллаха Свят Он Велик. Когда ты слышишь Коран, даже если ты не мусульманин, ты чувствуешь, что в нем есть что-то особенное, что-то божественное. Он написан не людьми. В его словах есть легкость и убедительность. И тогда ты понимаешь, что это не слова людей. Это нечто другое. На данный момент я изучаю Коран на арабском языке. Я учусь читать по-арабски. Сейчас язык мне дается уже лучше. Пока что учусь, как надо читать Коран. Мой учитель примерно моего возраста. Его зовут Ибрахим Азиз, и мы с ним занимаемся в мечети. Мы довольно давно знакомы. И он полностью знает Коран наизусть, от корки до корки. И помогает мне достичь той же цели, иншаллах. Однажды я говорил с ним о важности изучения Корана и о том, насколько это полезно. Он вдохновился и согласился со мной. Я сказал ему: «Я могу тебе помочь. Я буду тебя учить. У меня нет опыта в обучении кого-либо». Но я подумал, почему бы и нет? Можно попробовать. Я ничего не потеряю, если начну его учить, и при этом получу награду. Я учу его 5 дней в неделю, в течение часа или 1,5 часов. Зависит от того, насколько он занят. Хвала Аллаху, сейчас он уже хорошо читает. Он почти закончил учить Аль-Каиду Ан-Нуранию, и я очень горжусь его достижениями. Самое главное в изучении арабского языка – это способность понимать Коран. Аллах, Свят Он Велик, ниспослал нам этот Коран в качестве руководства, и нам следует изучать его и понимать его значение, а не просто его читать. Маша Аллах, Табарак ар-Рахман. Мне понравился его религиозный пыл, его любовь к Корану, размышления над Кораном и его уравновешенность в суждениях. Ему сейчас всего 19 лет. Он в исламе всего 3 года. Мы ежедневно проверяем наши телефоны, иногда каждую минуту. Но, к сожалению, во многих домах Коран у людей покрывается пылью.
И на самом деле нам должно быть очень стыдно, что мы не размышляем над ним, мы не просим у него совета. Он не участвует в наших жизненных целях и во всех наших делах. Мы просим всего этого у каких-то мирских источников. К сожалению, сегодня таково положение многих мусульман по всему миру. Они потеряли свою честь, потому что большинство из нас далеки от Корана, и мы не сможем вернуть себе доброе имя. У нас не будет опоры, пока мы не вернемся к книге Аллаха. Моя личная мечта, так как вся моя семья приняла ислам, чтобы Аллах объединил всю мусульманскую умму. Хвала Аллаху, Аллах почтил меня тем, что я уже совершил хадж. Но мой брат и мать, мой брат скоро едет на хадж. Моя мечта связана с моей матерью. Я прошу Аллаха дать ей возможность совершить хадж вместе с моим братом, иншаллах. С соизволения Всевышнего Аллаха, твои братья из сайта nquran.com помогут тебе. И мы также, иншаллах, свяжемся с тобой и исполним твою мечту, брат Умар, иншаллах. Иншаллах.